Добрый день, с вами Государственный историко-культурный музей-заповедник Сарайшық. И я, Сауле Галымжанқызы, в сегодняшней рубрике «Ожившие экспонаты» расскажу вам про бусы. Бусы – это древнейшее украшение человечества. Этнографами сегодня описано более 150 их видов, различных по материалу, орнаменту и формам. В глубокой древности, в разные времена, в разных культурах бусы делали из самоцветов, стекла, кости, металла, ракушек и керамики. Количество применяемых форм и размеров не поддается исчислению. Возраст самых древних бус – это 100 тысяч лет. Эти ракушечные бусины были найдены международной командой археологов при раскопках в пещере Схул на горе Кармель в Израиле. Сегодня они хранятся в Лондонском музее естествознания. А вот самой древней стеклянной бусиной считается бусина, недавно найденная в Египте. До этого долгое время древнейшими стеклянными бусами считались бусы египетской царицы Хатшепсут, которые обнаружили на ее мумии при вскрытии гробницы. На каждой зелено-черной бусине была вырезана надпись «Это имя царицы». Эти бусы были сделаны 3400 лет тому назад. Но недавно, недалеко от Фив, археологи нашли стеклянную бусину зеленоватого цвета, форма которой напоминает каплю. Ее возраст 5000 лет. Сегодня она считается самой древней из стекла. В древности бусы имели многофункциональное значение. Удивительны эти находки не столько возрастом, а тем фактом, что между возникновением бус и использованием драгоценных металлов, драгоценных камней, а уж тем более стекла, прошло очень много времени. Так что причина возникновения бус, в отличие от сережек, было отнюдь не желание себя украсить, человеком двигали совсем иные стремления. В первую очередь бусы показывали силу и храбрость обладателя, ведь бусы из клыков животного подразумевали, что владелец этих бус победил сильного соперника. Изготовлялись бусины не только из частей животных, это клыков и костей, но и из природного материала. Это были раковины, кораллы, орехи. Позднее к природным материалам прибавились и камни, которые люди могли найти на поверхности Земли. С развитием человечества и появлением различных верований бусам стали приписывать различные мистические свойства. Их носили как символ власти и богатства. Им придавали магическое значение, использовали для колдовства и лечения различных недугов. Производителем самых лучших и красивых стеклянных бус долгое время был Дамаск. После его падения центром такого производства стала Венеция, где в средние века была создана целая стеклянная корпорация. Немного позже в итальянском городе Мурано ювелиры изобрели новую технологию изготовления стекла, секрет которой строго и старательно хранили. И по сей день высоко ценятся венецианские бусы из муранского стекла. При археологических раскопках древнего городища Сарайджук было найдено немало бус, которые относятся к XIII-XIV веку. Основную массу составляют бусы одноцветные – белого, синего, голубого, зеленого, коричневого стекла простых форм, шаровидные, зонные, бочонковидные и кольцевидные. На долю орнаментированных бус приходится лишь небольшая часть от общего количества стеклянных. По орнаменту эти бусы делятся на пятнистые, глазчатые и полосчатые. Полосчатые бусы с орнаментом в виде волнистой линии, часто многократно повторенной в виде спирали, идущей от одного конца отверстия к другому. На основании широкого ареала распространения и близости типов бус можно предположить, что существовала мода, вызывавшая спрос на определенные виды украшений. Вместе с тем для бус характерна своя цветовая гамма – синее, белое, черное стекло, что говорит об определенном значении этих цветов. Разнообразие украшений из различных материалов – это свидетельство налаженных торговых связей со странами Востока и Запада. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!